Доброе утро, Ирзи Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. И вот такая вот красота у меня. Маленькая лошадка. И такая красота еще у меня. А везде? Ой, недовольная, только что привезли. В садик тоже снова нельзя. Что-то Аишка вроде бы было лучше, но снова приболела. Теперь у них почему-то у всех, у ребятишек рвота. Не знаю, сегодня будет или нет, но вчера Мадина говорила, что вчера несколько раз вырвала и придется снова привезти ее сюда. И говорит, что температурила. А я, мама, я недовольная, что-то вот еще никак не развеселится. Ну, только привезли. Хози, нюнёка, хажат? Или хози, нюнёка, мче, хози, хайда. Хози, мама, ючуха, нюнёка, хози. Хози. О, какая лошадка. Хози, что хози, нюнёка. Сегодня у нас, как видите, солнечно, хорошо, тепло. А то были пасмурные дни, было прохладно. Сегодня очень хорошо. Аишка, Аиш дохлый. Пойдем? Пойдем, Аиша? Аежа, мамика, Аежа, на. Привет, Аль, привет. Аль, привет, Авежа. Аиша, на. Ня. Нет. Включила ей мультфильм наш советский, еще давнишний, может быть, кто-то помнит, про «Трое из ларца». Она его выключила, ну, я включила, оставила ее, чтобы она немножко отошла, а то плакала. Смотрю, возвращаюсь буквально через минуту, поставлю новые мультики какие-то, я не знаю даже их названия. Вот, представляете, дети не хотят наши старые мультики смотреть. Дети? Ну вот, в огороде уже почти ничего нет. Нужно собрать последний урожай, как бы. Острый перчик, баклажаны. Ой, видите, баклажаны. Уже последние, скорее всего. Так, ну пока немножко пройдемся. Что тут у меня? Посмотрим. Так. Ну вот надо будет собрать эту всю болгарку. Болгарский перец. Я ее болгаркой называю. Это тоже не острый перчик. Ну, как видите, мало чего в огороде. Капуста вот. Это такая сиреневая. И вот такая капуста обычная у меня. Хорошенькая такая, ну, вот для голубцов она самое то. Пока еще не крепкая, но она зимняя. Так, вот видите, болгарский перчик еще такой хорошенький, желтенький. Ну вот последний урожай. Вот такие вот черри. Практически уже все. Что тут у нас еще? Вот капуста кочаная хорошая. Видите? Здорово. Так, тень свою показываю. Так, у меня тут была посажена немножко редьки. Вот она. И тут, ну, это тут буквально там немножко выросла. Так. Огурцы уже все, конечно, как видите, надо будет уже все убирать, шпалеры. Тут еще по земле, которые стелятся, нет-нет, да, на салатик огурчики есть. Так, тень опять. Видите? Вот так вот. Но уже вечерние и утренние холода свое дело сделали. Как бы. Так. Вот, посмотрите, помидор. Надо будет их сейчас собрать, чтобы они дозрели. Они дома дозреют. Они бывают такие вот чуть-чуть красные. А как бы бачок получаются. Сейчас их соберу. Тоже вот эти надо будет собрать. Так, вот видите, черные помидорчики, черные грозди.
Надо будет их собрать. Вот видите, вот краснеют уже. Как бы. Вот с этой стороны они такие, там красные. Ну, сейчас все соберу, что тут у меня есть, что осталось. Вот. И потихоньку надо будет убирать все. Ну. Заморозков, правда, у нас не было. Вот. Огурчик висит. Но все равно утром холодно, вечером тоже очень прохладно, холодно. Поэтому все, огурцы, все. У меня еще заказывают и заказывают. Уже припозднились с заказами, поняли, что на рынке дорого. И заказывают теперь. А теперь уже поздно. Такие вот дела, друзья. Ну, сейчас быстренько соберу урожай свой, как бы картошку. Ну, практически мы всю картошку съели, что посадили. Тут немножечко, может быть, осталось. И выкапывать-то, в принципе, нечего. Так, копаем через день, когда нам нужно. Так, кабачки. Интересно, есть кабачки? Так, здесь пока нет. Здесь есть кабачок. Вот такой вот кабачок. Здесь есть. Покидала своим курам да гусям травки. Пока я здесь еще в огороде. Нарвала уже баклажан целую сетку такую. Сейчас покажу вам. Опять да. Хамида, я сама уберу. Вот такие вот баклажаны нарвала. Это мне помогают. С корнями вырывает. Острый перец у меня. Помощник мой. Дивер мой. Сказала, чтобы с корнями вырвала. Это потом спокойненько разберу острый перчик. Вот еще нарвала. Вот таких вот баклажанчиков. Все, больше баклажан. Как бы... нет, нашла еще два. Больше нет. Все. Это мои такие бомбочки баклажаны. Такие вот. Ну вот, друзья, кабачков вот так вот нарвала. Последний урожай этого года. Как бы, смотрите, какой интересный кабачок. Вот. Огурчики. Помидорчики. 2 сетки вот баклажан, немножко острого. Еще осталось мне нарвать болгарский перец, сладкий перец. И все. Тут уже вон колышки убирают. Видите, потихонечку процесс у нас идет как бы. Ну вот, друзья, последний урожай этого года. Как видите, баклажанчики, кабачочки, помидоры, огурчики. Сладкий перец вот весь нарвала, разненький, видите. Я его, скорее всего, заморожу, по разными этими кусочками нарежу. Капусту нарвала, вот это один качан белой капусты уже начал портиться, он ранний, поэтому сорвала его. А те поздние еще пока оставила. И вот такую вот сиреневую капусту тоже нарвала на салатик, потому что 2 тоже растрескались. Ну вот, практически ничего не осталось. Только одна капуста. Надо будет еще вон огурцы убрать, шпалеры. И вот потихонечку, вот видите, идет как бы порядок. Будет скоро. Вот осталось мне немножко еще вот перчик. Это не острый перец, это цесарка висит. Он сладкий, просто формы горького перца. Ну все. Так, друзья, справились мы как бы с огородом. Все я там уже сорвала, что можно было сорвать. Помидорчики, огурчики. Ну, вы это все видели, не буду перечислять.
Значит, мне сегодня уже привезли малину с утра. Я, как видите, некоторые банки закатала. Последняя у меня сейчас стоит на плите. Сейчас я вам покажу. В принципе, я поэтому быстро ее закатала, что показывать-то, в принципе, в малиновом варенье ничего нет. Все, наверное, варят его практически одинаково. Единственное, я просто разламываю, как бы разминаю малину, прямо, чтобы она была вот такой вот в банке, чтобы она не была, как бы вам сказать, ну, не отделялся сироп от малины. И поэтому вот как-то так, друзья. Сейчас я вам покажу на последней. Так. Ну вот, друзья. Вот так вот я 1 к 1 к малине. Килограмм малины, килограмм сахара. Пересыпаю. Делаю, как видите, вот этой вот сковороде. Вот так вот разминаю ягоду, чтобы она была как бы, ну, чтобы сироп не отделялся от ягод. Он тогда получается варенье как-то как бы одинаковое. А то, когда плавают немножко ягод и много сиропа, мне не нравится. Аишка, что ты там делаешь? Пока вроде бы с Аишкой ничего, все нормально. Пропаиваю ее минеральной водой без газа. Мадина сказала, что нужно пропоить. Говорят, это какая-то, наверное, я не знаю, Мадина не знаю, я разговаривала со своей снохой. Сейчас говорят очень много этих. И Танзила говорила, что их дети тоже вырывают. Какая-то ротавирусная инфекция. Я никогда об этом не слышала. По крайней мере, мои дети этим никогда не болели. Не знаю, чего только сейчас нет. Ну вот. Мне сегодня надо ехать в гости. Но по делам не буду говорить, по каким делам. Извините, что так сказала, конечно, но, короче, нужно ехать. Нужно ехать мне сегодня в гости с сыном, к племянникам, да, к жене брата своего. В Карабулак. Не знаю, может быть, там поснимаю кое-что. Ну, мы едем просто в гости. Нас позвала. Там какие-то проблемы должны решать, но это я не буду озвучивать. Просто поедем в гости. Вот так вот я умяла эту малину, как видите. По-моему, видно. И теперь как закипит, ну, буквально минутки 5, только я больше не кипячу. Иногда снимаю пенку, иногда не снимаю пенку. Когда как. Ой, Аиша у меня тут подметает. Ремонт у меня продолжается еще. Ждет, пока эти 2 стены высохнут. Сегодня он должен их ошкурить или как-то, я не знаю, как это называется, друзья. Ну, вот потихонечку придет все это в норму, я надеюсь. Петухи мои меня приветствуют, вас приветствуют, вернее, не меня, а вас. Так, сейчас последнее вот это вот варенье налью. И буду уже, наверное, быстренько помидорами заниматься, чтобы до того, как поехать, я успела их посолить. Ну вот, друзья, все. Варенье покипело 5 минут, оно уже готово. Теперь я его разолью по баночкам, закатаю, и на сегодня варенье мое как бы все. Но я буду еще варить малину. Сама, признаюсь вам честно, не люблю малиновое варенье почему-то. Очень редко его ем. Но у меня еще немножко повышенная кислотность. Сейчас, наверное, я немножко все-таки пенку соберу. Может, даже из-за этого. Но вообще-то не люблю. Хотя кислое я люблю. Например, я очень люблю варенье из алычи и очень люблю варенье из кизила. Ну, вот такое вот кисленькое, из кислой вишенки. Немножко так соберу пенку. Тут Аишка вместо дяди ремонт тут делает нам. Да, Аишка? Сейчас камера у меня установлена на штатив. Показать вам ее не могу. Так, ну, немножко сниму
С этих банок я вот не снимала пенку, как-то она у меня без пенки. А так оседает пена, все равно ничего. Вот так. Так. Банки я ошпарила, как обычно, кипятком. Банки, крышки. Все. Так, весь ремонт теперь сделает Аишка. Видите, как молодец. Вот как. А то дядя не умел делать. Да, Аиша? Аирзо? Вот так вот надо маячок поставить, чтобы правильно было все. Вот так. Вот, умница, умница, бабушкина внученька. Вот так вот. И сюда надо вот так. Вот видите, помощница выросла. Все. Теперь ремонт, конечно, мы быстрее закончим. Гораздо. Вот Аишка бабушки убирает. Вот умница, умница. Видите, все вытерла, все убрала. Так, значит, что у меня получилось? Эти 3 баночки вчерашний инжир. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 банки. 700 из 10 килограмм получилось, друзья, по-моему. Ну, чуть больше, чуть меньше, наверное, было. Я так, ну, 20 килограмм, ой, 20, 10 килограмм малины было. Вот так вот, друзья. Теперь займемся уже другими нашими делами. Ну, как бы угощались. Тут Мансурик хочет привет передать, да, Мансур? Ну, передай привет. 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 Как у тебя дела? Что ты там пьешь? Нормально. Вот это пью. Сок пьешь? Да. Ага. Ну, вот так вот, друзья. Как я сказала, без брата, ну, грех сказать, что пусто, потому что у меня 2 племянника. Всем привет, хочу передать. Еще раз хочешь передать всем привет? Давай, передавай. Привет вам всем. Молодец, спасибо тебе. Привет Да. вам всем, подписчики. Да, Малика Диарясху. Вот Малика сделала своему отцу такую садаку, милостыню, вот, можно сказать, собрала нас, угостила нас всех. Да, Саду близко подходить. Там наши родственники пообедали, вышли, которые они все смотрят. Да, они такие не смотрят. Что? Так, купили что-нибудь новое из посуды? Пока нет. Ничего? Бядza Енису. Бядza Енису. Обычно, когда приходят в дом к родителям, ну, раньше же мама тоже здесь жила, всегда интересовалась, что купили они нового, что у них нового. Идите отсюда. Как бы. Идите отсюда. Куда мы идем отсюда? Ты что, выгоняешь меня? Мультики хочешь посмотреть, Камила? Да. Хайерзул? Ну, сейчас тетя выйдет, посмотрит. Хайерзул, суга? Ты привет передашь, и я выйду. Хайерзул, хай? Все, тетя больше не придет. Камуська. А, Камусь? Ну, давай, передай привет. 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 И теперь давай пока, я пойду. Ха, пока. Не надо. Не хочешь? Ну, все. Так, ну, сделай вам небольшой, как бы, рум-тур, да? Как живут? Как живет семья моего брата, короче говоря.
Действительно, сегодня так навеяло у меня, конечно, на меня. Ну, тут комната племянника, я не буду с ним туда заходить. Вот так вот, друзья. Ехали бургать? Все, убежал мяч. А, вон Мансур несет. Абдулла. Ва, Абдулла. Хабижил сега. Абдулла. Утяг. Утяг. Что, она упала? Ой, Таня, Абдулла, привет. 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 А я люблю. В футбол играешь? Ты в футбол играешь? Да? Умница. Камила, ты чего это ревешь, Камил? Ой, маленький, маленький. Все, поехали? Давай, го. Давай, доктор. Да, он саду. Пока. اعرف باكيت حي سابين اي توت منصور يا حماش حبابي وقوة. Дай. Феха. Переведи, пожалуйста. Я тэтэй. А? Тэтэй. давай Давай, играй в футбол. давай Хава, климатис диза. да климатис ждадим ди ас по 3000 тил А. А это что? а это что-то другое я не знаю даже как Ну, цветок же его, живой же цветок? живой конечно Ну, но как- он у меня как-то Как будто бы почему-то нарисованный. сюда пучком вылез а туда вообще не полез. А может направлять его как-то надо? Я его направляла. Я думала, он уже отцвел, но он опять уже начал. Красивый цвет. Может, вот эти вот ты как-нибудь вот так вот. Надо их разнести. Да, перевести туда. А вот эти уже просто они схватились, я поэтому не стала. Слушай, вот эти их ежики семена? А семенами разводить тулы? А еще надо, чтобы они высохли пока. Ага, все. Высохли. А, смотри, бутончиков сколько. Вот цветы. А красивые, как будто вот они, как будто искусственные. Но они быстро опадают. Да? Да. Так красиво. Когда они вообще зацветут, то прям по всей стенке, прям вообще как Это тоже, по-моему, немножко рост дали, да? немножко дали, но видишь, да, я вообще у меня, я А ещё- ты чем-нибудь это? я опрыскивала их. Лярха, А я удобрение какое-нибудь? и удобрения, и опрыскивала. Тур по твоему дому я сделала, теперь по огороду. Огород Баргейч Пунцербах. Ну, уже все, осень. Да, все. Фахлитёла ос. Я тоже сегодня чуть-чуть почистила. Помидоры, огурцы, все это у меня было, но понемножку всего. Ну, тут и всего-то огород маленький. Да, понемножку. Да. Ух ты, у тебя тыква огромная. Слушай, у меня даже тыквы такой большой нету. Тыква большая. Все. На Хенглиш тыквой позовешь зимой. Конечно, обязательно. А то мне уже самой готовить У меня надоело. до сих пор еще цветы от тыквы, Да. еще начнут они. Не, они не успеют. Цветы, конечно, не успеют. У меня вот такие вот маленькие. Просто я поздно тыкву сажала. Ой, вот так вот, друзья. Сегодняшний наш день как бы. Это как-то мне вот, не знаю, муторно хочется. Грустно, Конечно. конечно, в таких ситуациях собираться. Мансур, ты 100 раз день сегодня привет. А пока скажешь? Все, тетя уезжает. Тетя Пока. уезжает, пока уже надо говорить. Он не Пока. хочет, чтобы уезжать. Да, Мансур? Все, я завтра приеду, мы поедем вместе, да? Только вот ты сейчас об грязную машину все свои вещи обмазал. Хавал Ты машиной. уже и так чистенький, а сейчас вообще чистенький стал. Ага, эта гора тут недовольная. Даже мягко не. Всем привет. Пока. Давай, Хава. Давайте, да,